Сегодняшняя тема этой хутбы посвящена благодарности Аллаху Субхану ва Тааля за Его милости. Даже если начать с того, что одно из главных значений или один из главных смыслов слова куфр, которое обычно переводится на русский язык как неверие, да, то есть или неверие в Аллаха, то в языковом своем значении слово куфр и от него происходящее слово кафир, одно из его важных значений — это неблагодарность. Это не благодарность, не преданность кому-то. Неблагодарность, не преданность кому-то. То есть это отсутствие преданности, отсутствие верности. Другими словами, если говорить о языковом значении, это то же самое, когда кто-то делает, например, хорошее человеку, то есть делает ему добро. Делают ему добро или делают ему что-то хорошее, оказывают ему, скажем, какую-то помощь, а в ответ то есть тот, кому оказали помощь, кому сделали добро, он не благодарит. То есть в ответ не благодарит. Это одно из значений слова куфр. Или другими словами, когда, например, у тебя есть близкий тебе человек, друг или родственник, и ты ему доверяешь, и ты ему сделал очень много хорошего. Ты ему делал много хорошего и помогал ему, скажем так, защищал, помогал, поддерживал в различную тяжелую минуту, а он тебя предал. Он тебя предал, или не то, что не отблагодарил, а даже предал тебя. То есть это тоже, скажем, такая ситуация или вот такой вот смысл тоже входит в значение слова куфр. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля, когда говорит о неверии или куфре, когда Аллах Тааля в Коране говорит о куфре, это не всегда или не означает именно тот смысл, что неверие в Аллаха, то есть атеизм, да, как можно так понять, как некоторые может быть так думают, что слово куфр означает атеизм, то есть неверие в существование Бога. Нет. В Коране, так же как и в Сунне пророка алейхиссалям, слово куфр очень часто обозначает именно вот такой смысл, то есть неблагодарность Аллаху, предательство Аллаху Субхану ва Тааля, измена Аллаху Субхану ва Тааля. То есть отсутствие преданности, отсутствие верности, отсутствие таких качеств, как благодарность Аллаху Субхану ва Тааля. И даже, можно сказать, в некоторых хадисах слово куфр используется в чисто языковом значении, то есть без какого-либо религиозного смысла. Когда, например, в некоторых хадисах пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит о неблагодарных женах. То есть жены, которые неблагодарны своим мужьям, и как одна из сподвижников спросила у посланника Аллаха: а как это? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, когда муж ей делает много хорошего, а потом сделает что-то, может быть, плохое, она в ответ говорит: я никогда от тебя ничего хорошего не слышала. То есть это, наверное, часто повторяющаяся ситуация, да? То есть и здесь пророк саллаллаху алейхи ва саллям в этом хадисе тоже использовал слово куфр. Здесь, конечно же, это слово не имеет значения неверия или атеизма или безбожия, нет. Здесь чисто языковое значение, поэтому в Коране, даже если мы читаем перевод Корана, когда Аллах Субхану ва Тааля говорит о неверии, мы должны просто с вами помнить, что в Коране в оригинале Аллах Субхану ва Тааля очень часто использует слово куфр, но не в смысле атеизм, безбожие, отрицание существования Бога, Создателя, нет. Аллах Субхану ва Тааля очень часто слово куфр использует в смысле предательства Аллаха. Неблагодарность Аллаху Субхану ва Тааля за Его милости, за Его помощь, за Его поддержку, за Его защиту и так далее. Поэтому можем сказать, что в определенном смысле даже мусульманин может очень часто совершать вот такой вот вид куфра.